сейчас прозвучит один из мировых хитов. Песня «Голос», а исполнит ее народная артистка Чеченской Республики Айна Исаева. Встречаем ее. Можешь ли в секрете ты хранить в секрете музыку мою? Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. Я тайну сохраню. Знаю, тайну разгадаю музыки одной. Все откроют тайны, все откроют тайны, голос твой, любовь. Голос твой, любовь. Лети, любовь, я слышу голос твой. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, безумно приятно. Спасибо. Спасибо большое. Вы приехали из Грозного? Да. И в Грозном есть свой центр оперного пения? Нет, в Грозном нет, но есть в Грозном филармония чеченская. А где учились тогда? Училась я, окончила консерваторию Чайковского и центр оперного пения Вишневской. Правда, что Галина Павловна Вишневская лично вас отбирала? Да, это правда. Она приезжала, это был, по-моему, если я не ошибаюсь, 2006 год. Попросила устроить ей прослушивание молодых талантов и в знак благодарности и поддержки, то есть устроит у себя учиться в своей школе бесплатно, предоставить все условия. И так получилось, что она выбрала меня. Вот. Вот, выбрала меня, но на тот момент у меня не было возможности финансовой уехать. Вы представляете, она предложила мне жить у себя, что вот не хочет, чтобы такой талант потерялся. Вот так вот. Я горжусь этой историей. Да, память такая.
А потом она уже поняла, что у тебя все состоялось, что успех. Да, что ты но уже... там дальше как бы на этом все не закончилось. Я уже поступила в колледж при консерватории Чайковского. И буквально вот на 3-м курсе я захожу уже в саму консерваторию и смотрю, мастер-класс сегодня в 6 часов проводит Галина Павловна Вишневская у себя в центре, я вижу. И она меня вспомнила. А я помню, как она еще в первый раз, когда мы виделись, у меня была вот такая длинная коса, толстая, хорошая. И она меня как схватила за эту косу и сказала мне: отрежешь — убью. И вот она меня встречает спустя столько лет. Да, вот такая вот коса. В общем, она меня обратно схватила за эту косу и говорит: молодец, что не отрезала. В общем, вот такая вот история. У нее у самой были шикарные же косы, Да, поэтому... ой, какая она красотка и была вообще... А какую песню ты пела на прослушивание? Это было «Тайна крыльев ветра». Конечно, ну конечно. Мы все знаем все оперы. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Там под знойным небом негой высоко, там под говор моря дремлют горы в облаках. Подпевайте. Чудо Я знаю, что у вас бабушка пела, да, и мечтала выступать на сцене. Да, бабушка у нас была очень творческим человеком. Ее звали на местные мероприятия, там сельские, да, где-то там выступить, что там как-то. Чисто вот по-дружески. Вышла замуж в 16 лет, и ей запретили уже петь, выступать, и она уже полностью погрузилась в семью. Она шила очень красиво еще. Давай любимую песню бабушки тогда споем сегодня. Я помню, она очень любила Людмилу Сенчину, «Полевые цветы». Я помню, как она тоже слушала. У нас дома пластинка была. Не дари мне цветов погубных, собери мне букет полевых, чтобы верила я, чтобы чувствовала ты. Это наши цветы, только наши цветы. Найди-ка нехоженный луг, где росой все сверкает вокруг, чтобы верила я, чтобы чувствовал ты. Это наши цветы, только наши цветы. Заросло васильками небо, а ромашки, солнца и снега. Полевые цветы, незатейливые, капризные. Заросло васильками небо, а ромашки, солнца и снега. Полевые цветы, как простые мечты. Айна Исаева! Народная артистка Чеченской Республики.